Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы сделаем расклад «Кельтский крест». Он, в принципе, как бы отвечает на любую ситуацию, происходящую в вашей жизни. Давайте попробуем сделать расклад. Так. Подумайте о ситуации, ну, загадайте какую-нибудь ситуацию, которую вам хотелось бы решить. Или уточнить какие-то вопросы, связанные с этой ситуацией. Так. Так. Ну, начнем с первой карты. Первая карта — это у нас сигнификатор. Эта карта представляет того, кому гадают. Да, вот нам вышла карта башни старшей арканы. Ну, карта, конечно, страшновато выглядит. Наверное, как бы у человека, который загадывает, сейчас какая-то очень сложная ситуация, какое-то разрушение. Так, ну и давайте сразу посмотрим вторую карту. Она нам показывает, собственно, ситуацию того, кому гадают, да. То есть как раз вот в совокупности с первой картой мы можем что-то понять. В общем, ситуация какая-то связанная с обманом, с воровством, с какими-то манипуляциями. Вот. Давайте посмотрим карту, которая представляет энергию момента и силы, которая влияет на данную ситуацию. Ну, то есть что-то связанное, здесь ситуация связана с любовными какими-то отношениями, да. То есть здесь у нас произошел уход. Может быть, ваша ситуация связана с тем, что кто-то, ну, как бы ваш партнер, скорее всего, ушел из данных отношений, и это произошло через вранье, скажем так, да, через ложь. Такое вот здесь как бы обкрадывание человека идет. Ну, то есть, ну и вот понятно то, что, скорее всего, вам сделали больно, и у вас идет такое тотальное разрушение. Поэтому карта на вас выпала, вот карта башни, да. Так, ну давайте еще что-нибудь посмотрим. То есть ситуация, которая влияет на это все, связана с уходом партнера, с эмоциональной, с любовной точки зрения. Так. Дальше мы смотрим на карту. Карта основания, она называется. То есть фундамент ситуации. Фундамент ситуации у нас вышла карта старший аркан умеренность. Так, ну, скорее всего, здесь должен быть произведен какой-то суд над человеком, который сделал вам больно. И, скорее всего, божественные силы, ну, дадут этому человеку сполна того, что он вам, скажем так, дал. То есть, если он как-то навредил вам и
сделал больно, то этому человеку это обязательно вернется. Обязательно вернется. Так. Эта карта у нас представляет недавнее прошлое. Примерно представляет последние 6 месяцев этого года. Так. Что она у нас представляет? Жрица. Вполне возможно, что у вашего партнера, который, собственно, ушел, все это время была тайная женщина, да, то есть любовница. Может так проиграться. А может, это также говорит о том, что последние полгода человек, который ушел от вас, очень многое не договаривал. У него были секреты от вас какие-то. И это тоже послужило тому, что как бы у вас произошел разрыв, да? Так, дальше у нас венчающая карта. Она представляет у нас наиболее благоприятный результат текущей ситуации. Какая должна быть ситуация? Так, как можно разрешить эту ситуацию? Можно разрешить эту ситуацию как бы тем, чтобы, скажем так, сконцентрироваться на работе, на материальном заработке, да. Можно также эту ситуацию разрешить тем, что как бы обратиться лицом к семье, да, то есть концентрироваться на семье, на своих родителях, на детях, если они у вас есть. Ну, как-то вот карта вообще, как бы карта семьи, так скажем. Тут у нас 3 поколения семьи собрались на карте, и в принципе такая очень позитивная карта. Так, давайте еще несколько карт выложим, и, может быть, более детально как-то понятно уже будет. Так, близкое будущее у нас представляет вот эта карта. Получается, она представляет последующие 6 месяцев. Паж жезлов нам выходит. То есть, в принципе, карта тоже хорошая, да. То есть будут какие-то быстрые новости, которые быстро придут. Ну и я думаю, что ситуация будет достаточно быстро развиваться. То есть вы не будете сидеть в этой ситуации, вот, которая у вас башни, да, не будете в этой ситуации сидеть долго. То есть вы возьмете себя в руки, и вот в соответствии еще вот с этой картой тут, ну, как бы карта изобилия. То есть все у вас будет хорошо, и достаточно быстро вы сможете оправиться от данного конфликта, данной ситуации. Так, дальше следующая карта у нас показывает самооценку, то есть человека, который загадал эту ситуацию, как он видит себя сам, то есть его самооценка. То есть человек, которому сейчас, скажем так, мы гадаем, да, карта звезда, старший аркан, тоже прекрасная карта, карта надежды. В любом случае, с самооценкой у вас все хорошо. Как бы, если это девушка, которая смотрит эту ситуацию, она такая яркая, как звездочка, да, то есть вам под силу, у вас есть силы, чтобы справляться с данной ситуацией. То есть, как бы, если ваша ситуация связана с уходом партнера, то вы очень сильная личность, и он многое что потерял. Как бы.
если расстался или сделал больно девушке, которая вот здесь у нас выходит. Так, ну, может вообще так все повернуться, то что та ситуация, которая у вас сейчас конфликтная, да, произошла с вашим партнером, она вообще может так повернуться, что вы все-таки будете снова вместе с этим партнером, помиритесь, то есть у вас будет семья, вот, и скорее всего этот партнер, он вряд ли будет терять такую сильную личность, как вы, да, то есть вот так тоже может проиграться. Так, эта карта публичный образ, то есть она показывает, как видят вас другие люди. Так, ну, девятка кубков, то есть они видят, что у вас все прекрасно в эмоциональном плане, то есть все прекрасно у вас в отношениях, то есть они думают, что в ваших отношениях все хорошо, что вы как бы наполнены, ну, может быть, не только эмоциями, но вообще, в принципе, вы наполненная личность, и как бы все у вас в достатке, в изобилии. Вот, это вот так оценивают вас окружающие. Дальше карта у нас надежды и страхи. Карта у нас представляет мечты, надежды и страхи. Так, ну вот выпал нам рыцарь жезлов. То есть, скорее всего, вы хотите, чтобы к вам примчался вот этот вот... Ну, вы мечтаете, скорее всего, о каком-то мужчине, да, то есть, может быть, это вот тот самый ваш партнер, чтобы он так примчался к вам, и если это сигнификатор вашего партнера, то он достаточно человек вспыльчивый, такой импульсивный, но в то же время он как бы любит вас, вот, то есть вы мечтаете вот об этом принце, так скажем, да, чтобы он к вам пришел, примчался, скорее всего, попросил прощения, если вот он вам сделал больно, да, и чтобы он вел себя как рыцарь, а не как вот этот вот товарищ, который пытается там что-то украсть, вот, какой-то мелкий воришка, вот, чтобы он вел себя достойно, да, вот, так, ну и последняя карта, это у нас карта наиболее вероятный исход событий, да. Ох, вот, нам выпала карта пятерки кубков. Здесь, скорее всего, ситуация, опять-таки, нам падает, намекает на любовную сферу, да. То есть стоит человек, который смотрит на опустошенные кубки, но не видит, что сзади него еще два стоят, наполненных кубка. То есть, скорее всего, карта нам намекает на то, что вы думаете, что все пропало, все как бы ничего нельзя вернуть. На самом деле шансы, надежды на то, что можно все вернуть, есть. Просто нужно как бы присмотреться, подумать, все как бы взвесить. И ну, своеобразный такой совет от карты, да, последний, что не надо отчаиваться. Все равно впереди вас ждет хорошие новости, да, хорошие новости, хорошее будущее. Вот, тем более вообще карта пятерок у нас такой серединный этап вообще обозначает в картах Таро, то есть этап не закончен, он будет продолжаться. И пятерка это некий такой, ну, как бы кажущийся застой.
на самом деле после него пойдет все в гору. Вот. Поэтому как бы вот карты дают нам совет оглядеться вокруг, да, посмотреть. Вдруг, если проигрывается так ситуация, то что партнер, который сделал вам больно и бросил вас, вообще безвозвратно ушел, то карты нам говорят о том, что придет вот такой рыцарь жезлов. Вот. Это может проиграться, так как расклад общий, проиграться вообще совершенно новым прекрасным партнером, да, который придет к вам, который гораздо лучше, чем тот, который у вас был. Либо к вам вернется партнер, но уже обновленный, да, то есть с благими намерениями к вам. Вот. Видите, у нас тут получается как бы ближайшее будущее, как я говорила, что будет какая-то новость, да, стремительная, тоже паж жезлов, и нам тут еще выходит рыцарь жезлов. То есть что-то здесь проиграется с каким-то мужчиной, то есть ваше будущее. Либо с новым, либо с тем, с которым у вас произошел конфликт. Так что карты, в принципе, достаточно хорошие нам вышли. И вы у нас тоже выходите как такая вот карта звезды, карта надежды. Вы сильная личность. Это ваш сигнификатор, можно сказать. Несмотря на то, что первый сигнификатор у вас вышел как башня. Ну, просто в данный момент времени вы, наверное, находитесь в очень сложной ситуации. Вам тяжело, вам кажется, что все разрушено, и вы находитесь в печали, да, как бы. Но на самом деле, по факту, вы являетесь вот таким человеком. Вот. Очень сильная личность. Так что вот такой у нас сегодня получился Кельтский крест. Спасибо вам за просмотр. Пишите комментарии. Буду рада ответить вам всем.